Хадж является одним из столпов ислама, и это путешествие – самое важное событие в жизни каждого мусульманина. Исповедание ислама человеком, который в состоянии проделать путь к дому Аллаха, не будет по-настоящему полным до тех пор, пока он не совершит хадж. Однако милость Аллаха заключается в том, что человек обязан совершить хадж только один раз в жизни. Хадж должен совершаться с искренним намерением только ради Аллаха, а не на показ или ради славы. Ибо Всевышний Аллах в хадисе Кудси сказал: «Мне нет нужды иметь соучастников, и если кто совершит деяние ради кого-то еще помимо меня, то я отвергну его и его деяние». Кроме того, хадж следует совершать так, как это делал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. В настоящий момент Идл-Хадж предлагает на выбор два типа паломнических программ – комбинированный и авиационный. Комбинированный маршрут рассчитан на паломников, которые помимо совершения основного паломничества заинтересованы в посещении различных стран и готовы к определенным трудностям. Авиационный маршрут рассчитан на людей, считающих свое время и рассчитывающих совершить паломничество в кратчайшие сроки. Помимо этого, данный маршрут выбирают люди преклонного возраста, основной целью которых является наиболее быстрое и комфортное достижение Саудовской Аравии. Ихрам – это первое, что необходимо сделать перед совершением хаджа или умры. Входить в состояние ихрама с намерением совершить малое паломничество можно в любое время в течение года, а с намерением совершить хадж в определенные для хаджа месяцы – Шавваль, Зулькадда и первые 10 дней месяца Зулхиджа. Хадж и умра начинаются с вхождения в состояние ихрама в специально определенном для этого месте микате. Когда паломник прибывает в микат по суше, первым делом он должен совершить полное омовение гусль и умаститься благовониями, если есть такая возможность. Затем паломник-мужчина надевает специальную одежду ихрам, которая состоит из двух кусков белой чистой ткани, используемых в качестве набедренной повязки и накидки. Специальной женской одежды ихрам нет. Поэтому женщина может одевать любую не облегающую ее тело одежду любого цвета, но без украшений. Затем паломник делает намерение войти в состояние ихрам, чтобы выполнить обряды умры или хаджа, и произносит слова тальбии. Когда паломники прибывают в Саудовскую Аравию воздушным путем, капитан воздушного судна обычно объявляет пассажирам о том, что скоро они будут пролетать мимо миката, и когда самолет достигает этого места, паломники приступают к совершению обрядов умры или хаджа, начиная повторять слова тальбии. В соответствии с сунной мужчины произносят слова вслух, а женщины про себя. В состоянии храма некоторые действия являются запретными. Поэтому паломнику необходимо следовать указаниям руководителя группы и быть очень внимательным. В зависимости от сочетания с умрой, обряды хаджа бывают 3 видов, и каждый паломник должен выбрать для себя один из 3 видов хаджа. Многие паломники выбирают хадж тамату, он состоит из умры и хаджа. После вхождения в состояние ихрам и по прибытии в Мекку паломник отправляется в заповедную мечеть Аль-Харам, к священной Каабе, чтобы выполнить обряды малого хаджа. Войдя в мечеть Аль-Харам, паломник 7 раз обходит Каабу, выполняет обряд саи между холмами Сафа и Марва. После подстригания волос паломник выходит из состояния храма и тем самым завершает обряды умры. Все запреты, связанные с состояниями храма, с него снимаются, и он ожидает наступления времени хаджа. Все
Все обряды совершаются на территории Мекки. В сезон хаджа обычно в городе плюс 40-45 градусов, но мечети, здания, отели, дома паломников оснащены вентиляционными системами или кондиционером. В зависимости от выбранной программы, межрегиональный паломнический центр Идл-Хадж предлагает 4 категории зданий, которые различаются между собой по удаленности от мечети Аль-Харам, по степени комфортности и условиям проживания. При этом все категории зданий, безусловно, соответствуют стандартам проживания паломников Министерства по хаджу Саудовской Аравии. При определенной отдаленности отеля от мечети Аль-Харам Идл-Хадж предлагает своим паломникам автобусы на 5 обязательных молитв. В зависимости от выбранной программы отличается и питание паломников. Практически в каждом здании на этажах имеются кухни. Но в настоящее время, в связи с тем, что Министерство чрезвычайных ситуаций Королевства Саудовская Аравия в местах проживания паломников в сезон хаджа запретило использовать газовые и электрические плиты, готовить там еду нельзя, и всем паломникам приходится питаться либо в кафе, либо оплачивать питание при приобретении путевки. В обычном кафе стоимость блюда из риса и куриного мяса составляет 10-12 реалов. Желающие питаться в дорогих ресторанах могут воспользоваться шведским столом в гостинице «Хилтон» или гостиницах подобного уровня. Вход на одного человека стоит от 85 до 120 реалов. Валютой королевства является саудовский реал. Российские рубли в Саудовской Аравии для оплаты не принимаются. Нужно везти с собой доллары или евро. Саудовская Аравия – это страна, где жизнь подчинена законам шариата. В этой связи поведение, одежда, передвижение внутри страны строго регламентированы. Запрещено фотографирование правительственных зданий, военных объектов, мечетей и других. Посещать мечети, магазины, рынки, конечно, лучше в компании нескольких человек. Желательно, чтобы кто-нибудь владел арабским языком. В любом случае, о каждом своем шаге необходимо предупредить руководителя группы. Идл-Хадж тесно сотрудничает с Министерством здравоохранения Республики Татарстан. Для оказания необходимой медицинской помощи в городе Мекка организуется работа медицинского пункта, в котором врачи ведут посменно круглосуточный прием больных. Идл-Хадж на территории Саудовской Аравии работает с более 80 частными клиниками. И поэтому, если заболевшему паломнику требуется более серьезная медицинская помощь, то он может быть госпитализирован в лечебное учреждение с высококачественным медицинским обслуживанием. В зависимости от выбранной программы до дня хаджа организовываются экскурсии по историческим местам Мекки. Паломники посещают гору Саур, где пророк Мухаммад вместе со своим сподвижником Абу Бакром скрывался от язычников. Пещеру Хира, где были ниспосланы первые аяты священного Корана. Хаджи знакомятся с долинами Мина, Мудзалифа и Арафат. В этих местах и пройдут основные обряды хаджа. Обряды хаджа начинаются в 8-й день месяца Зуль-Хиджа. В этот день паломники совершают полное омовение, наносят благовония и затем надевают ихрам с намерением выполнить обряды хаджа. После этого все паломники отправляются в долину Мина. Во время хаджа там разворачивается огромный палаточный лагерь. И весь лагерь похож скорее на город с развитой инфраструктурой и разбит на сектора по странам или регионам мира. Также на территории палаточного городка есть несколько мечетей, медпункты, в каждом секторе имеются душевые, туалеты, работают торговые палатки, где любой желающий может приобрести еду, напитки, предметы первой необходимости, средства личной гигиены. Каждая палатка оборудована кондиционером, электричеством. Пол в палатке земляной, покрыт одним слоем коврового покрытия. В палатке паломники располагаются из расчета 1 квадратный метр на человека.
Пребывание в долине Арафат является основным обрядом хаджа. Утром 9-го дня месяца Зуль-Хиджи паломники из Мины на автобусах прибывают в Арафат и остаются здесь до захода солнца этого же дня, читают молитвы. В Арафате паломники располагаются в палаточном лагере, несколько меньшим по размерам, чем в Мина. Полноценные спальные места в палатках Арафата не предусмотрены. Это обусловлено тем, что паломники находятся здесь всего один световой день. В палатках на Арафате земляной пол также устлан одним слоем ковровой дорожки. Нахождение в долине Арафат является одним из столпов хаджа, без которого он считается недействительным. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Хадж – это стояние на Арафате». По преданию, здесь встретились Адам и Ева после того, как были изгнаны из рая. Именно здесь наш пророк Мухаммад произнес свою последнюю проповедь. Муздалифа – это открытое, каменистое, продуваемое ветрами место, где паломники должны провести одну ночь. Долина находится между Мина и Арафатом. Паломники прибывают в Муздалифу централизованными группами и располагаются в долине в заранее обозначенных для них секторах. Стоит отметить, что в отличие от Мина и Арафат в долине Муздалифа палаток нет, и паломники спят на земле под открытым небом. Согласно Сунне, эту ночь паломникам следует отдохнуть, так как утром их ожидают такие обряды хаджи, как бросание камней, таваф и салы. Именно в Муздалифе многие паломники заранее собирают камешки. Во время хаджа праздник жертвоприношения не проводится так, как мы привыкли его отмечать. Большинство паломников в настоящее время просто оплачивает стоимость жертвенного животного специализированным фирмам, которые организовывают забой животных и впоследствии распределяют мясо среди самих хаджиев как внутри королевства Саудовской Аравии, так и за его пределами. Паломники возвращаются в долину Мина и совершают обряд бросания камней. Этот обряд был передан еще со времен пророка Ибрагима, но сейчас данный ритуал не считается обрядом биения сатаны, как многие привыкли воспринимать, а показатель поминания и покорности Всевышнему Аллаху. В дни Ташрика паломники в 3 джамарата бросают по 7 камушек. После бросания камешков паломник, сбривая волосы, частично выходит из храма и до завершения дней Ташрика возвращается в Мекку, чтобы совершить обязательный обход Каабы. После тавафа паломник совершает уже знакомые для него обряды: намаз за макамом Ибрахима, питье замзама, легкий бег между холмами Сафа и Марва. После завершения обязательного тавафа паломник полностью выходит из состояния храма. После завершения обрядов хаджа паломники до отъезда продолжают жить в Мекке. Тем временем они могут выполнить дополнительную умру или тавафы. Перед отъездом из Мекки паломнику следует совершить прощальный обход, последнее свидание с заповедным домом Аллаха. Прощальный обход Каабы – это последний обязательный ритуал хаджа, который гости Всевышнего должны совершить перед самым отъездом домой. Город Медину не зря называют лучезарный. Здесь все напоминает о пророке Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует. В зависимости от выбранной программы, паломники посещают все исторические места Медины. Это первая мечеть в исламе Куба, храм двух Кибл Киблатейн, кладбище Бакых и самая главная святыня Медины – мечеть Ан-Набави, дом Аллаха. Можно посещать в любое время года, и его посещение не входит в обряды хаджа. Паломник может приехать сюда и до, и после паломничества. Здесь находится могила, михраб, минбар пророка Мухаммада. Также в храме похоронены сподвижники посланника Абу Бакр и Умар. Хадж – самое важное событие в жизни каждого мусульманина, а принятое Всевышним паломничество – это ключ в рай. Данный ролик сделан специально для хаджиев Межрегионального паломнического центра Идель-Хадж. Пусть Всевышний примет ваш хадж.